Как смонтировать облицовку из плит Knauf Акустика? Какую грунтовку необходимо использовать перед дальнейшей покраской этих плит? Ответы на эти и другие вопросы далее в нашем фильме. До начала монтажа облицовки все мокрые строительные процессы должны быть завершены. Производим замеры помещения и предварительный расчет расхода материалов. Для монтажа каркаса облицовки из плит Knauf Акустика нам потребуются следующие материалы: направляющие и стоечные Knauf профили, уплотнительная лента Knauf Dichtungsband, разделительная лента Knauf Trennfix, Knauf дюбель-гвоздь, универсальные шурупы и минераловатные плиты Acoustic Knauf. Мы будем использовать следующие инструменты: лазерный уровень, ножницы по металлу, уровень, дрель, просекатель и шуруповерт. Составляем план будущего расположения листов. Выполняем разметку проектного расположения направляющих профилей на полу и потолке. Приклеиваем уплотнительную ленту к направляющему профилю. Закрепляем профиль к полу и к потолку с помощью пластмассовых дюбелей. Наклеиваем уплотнительную ленту на стоечные профили, примыкающие к стенам. Используем сдвоенные стоечные профили шириной полки 50 мм для придания облицовке большей жесткости. Устанавливаем сдвоенные стоечные профили в направляющие, выравниваем с помощью уровня и закрепляем просекателем. Шаг профилей зависит от размеров плиты и типа перфорации. Длина вертикальных профилей должна быть меньше высоты помещения на 10 мм, а в условиях сейсмики — на 20 мм. Для увеличения тепло- и звукоизоляции устанавливаем минераловатные плиты Acoustic Knauf. Приклеиваем разделительную ленту в местах примыкания облицовки к потолку и смежным стенам. Каркас готов. Для монтажа облицовки из плит Knauf Акустика нам потребуются следующие материалы: плиты Knauf Акустика с квадратной перфорацией, гипсокартонные Knauf листы, универсальные шурупы, шпаклевка Knauf Uniflot, армирующая лента Knauf Kurt, готовая финишная шпаклевка Knauf Rotband Pasta Profi и грунтовка Knauf Tiefengrund. Мы будем использовать следующие инструменты: нож для резки гипсокартона, резак, обдирочный рубанок, шпатель для среза шпаклевки, шпатель-трафарет, шпатель с отверткой, шлифовальное приспособление, кисть, монтажное приспособление и пластиковая туба с пистолетом. В нижней части облицовки используем гипсокартонные Knauf листы, поскольку велика вероятность возникновения удара. Обрезаем их края для создания прямых кромок. Лист устанавливаем горизонтально и закрепляем к стоечным профилям шурупами с шагом 750 мм. Из Knauf листов нарезаем полосы шириной 100 мм. Монтируем их на стоечные профили над установленным сплошным листом. Монтируем второй слой сплошных листов таким образом, чтобы его верхний край был ниже края листов первого слоя не менее чем на 100 мм. Смещаем вертикальные стыки листов второго слоя на шаг стоек. Делаем шлифовальным приспособлением небольшие скосы на торцах плит Knauf Акустика и монтируем их горизонтально, начиная от края стены. Закрепляем шурупами для гипсокартона с шагом 170 мм. Между сплошным Knauf листом и плитой Knauf Акустика оставляем зазор в 5-7 мм для дальнейшего шпаклевания. Производим крепление плит при помощи монтажного приспособления без смещения швов. Вкручиваем шурупы между перфорациями в гипсовый сердечник таким образом, чтобы не нарушить целостность отверстий. В месте примыкания облицовки к потолку устанавливаем полосу из Knauf листа. Очищаем швы от пыли и грязи и покрываем грунтовкой Knauf Tiefengrund. Заполняем швы шпаклевкой Knauf Uniflot. Шпаклюем шляпки шурупов. Излишки шпаклевочной массы срезаем на начальной стадии высыхания. Обрабатываем швы после затвердевания шпаклевки Knauf Rotband пастой профи. Обрабатываем шлифовальным полотном места крепления плит шурупами. Монтаж облицовки из плит Knauf Акустика завершен. Обрабатываем поверхность грунтовкой Knauf Tiefengrund.
После высыхания она готова для окрашивания вододисперсионными красками. Окрашивание производится валиком с коротким ворсом. Knauf – это поставщик комплектных решений для ваших задач.